Whoso pulleth out this sword from this stone and anvil is the true-born king of all Britain. Кто вытащит меч из камня и наковальни, тот и есть истинный король Британии по праву рождения. В году 1190 от Рождества Христова монах легендарного аббатства Гластонбери получил во сне откровение. Ему было указано точное место упокоения короля Артура. Здесь, на земле, которую недаром называют британским Иерусалимом, чудо нередко прорастает из сновидения, распускаясь наяву, подобно невероятному гластонберийскому терну, что цветет дважды в год, на Рождество и Пасху. Братья монастыря произвела раскопки в указанном месте и нашла гроб, а в нем останки мужчины исполинского роста и женщины, на голове которой уцелела прядь белокурых волос. Тела были опознаны благодаря кресту с латинской надписью, найденному в гробе. Здесь лежит знаменитый король Артур на острове Авалон. За прошедшие 8 веков достоверность этой находки чем дальше, тем больше подвергалась сомнениям. К тому же не сохранились до наших дней ни крест с надписью, ни останки. Есть лишь контур гробницы да табличка с осторожной надписью на том месте, где находился кенотаф, пустая могила в переводе с греческого. Не потому ли она пуста, что напрасно искать его кости? И тщетно говорить людям, поднимающимся на Гластонбери-Тор, что находка монахов могла быть конъюнктурной подделкой, а исторический Артур мог вообще не существовать. Ибо, как известно, вера есть осуществление чаемого и уверенность в невидимом. Свидетельство тому – крест, поставленный в Гластонбери по приказу Елизаветы II. Этим символом нашей веры, гласит надпись, обозначено место, где находилась святыня столь древняя, что лишь легенда способна указать ее происхождение. Таков же Артур, легендарное основание европейской цивилизации, король былого и грядущего, как значилось на его разрушенной гробнице. Памятником ему стала сама земля Британии. Например, загадочные кольца Бэдбери-Рингс, возможно, место одной из битв Артура, упомянутая Неннием гора Бадон. Рукотворные концентрические валы древней крепости традиционно связывают с именем Артура. Существует такое понятие – артуровская ассоциация, ландшафт, соотносимый с Артуром в местном предании. Память земли долговечнее памяти людей. Миф – это не выдумка, а отражение прошлого в зеркале воображения. Или, как сказал Мирча Илиады, миф – это правдивая история, которая случилась в начале времен. Итак, начнем сначала, с легенды. Дин-Тагел переводится как «узкие врата». Это место – одна из наиболее известных артуровских ассоциаций. Именно здесь, если верить преданию, был зачат и родился наш герой. Вполне подходящая родина для короля. 20 лет назад найдены археологические доказательства того, что во времена Артура Тинтагел был важным и многолюдным поселением. Он имел статус королевской твердыни и вел оживленную международную торговлю. Под скалой, на которой высился неприступный замок Тинтагел, глубокая сквозная пещера.
Именно здесь Мерлин ждал, пока вынесут новорожденного младенца, отданного ему на воспитание. А рядом, так же как сегодня, дышало море. В роковой момент британской истории на узкой, как подвесной мост, грани эпох появился на свет единственный в своем роде правитель. Его не упоминают римские источники. Зато там говорится, что накатившая на империю германская волна в Британии встретила неожиданное и необъяснимое сопротивление. Бывают умолчания, громкие, как звук колокола. Древний мир не помнит его рыцарей, а будущее не покажет равного ему, скажет в XII веке Иосиф из Эксетера. Он один возвышается над всеми государями, превосходя достоинствами прошлых и величием тех, которые еще будут. Поэтому и назвали его тогда же королем былого и грядущего. За последующие 8 веков о нем напишут Чосер, Мильтон, Шекспир, Уордсворт, Теннисон, Суинберн, Вальтер Скотт, Уильям Блейк, Лонгфелло и Марк Твен, Петрарка и Данте, Сервантес, Гёте, Шиллер, Жан Кокто, Джеймс Джойс, Итало Кальвино и Умберто Эко. Он падет от руки собственного сына, но окажется бессмертным, и царство его распространится от самых западных границ Европы до отрогов Кавказских гор. Но вернемся в Британию. К моменту рождения Артура, а это предположительно 475 год от Рождества Христова, история острова насчитывала уже много веков. Говорят, его исконными обитателями были великаны. С первым из них, Альбионом, сражался еще Геракл. С последними досталось биться рыцарям круглого стола. Во всяком случае, ни римляне, ни покоренные ими кельты, ни их предшественники, таинственные иберы, определенно не были коренными жителями Британии. Им достались холмы и долины, уже изобильно населенные тенями полумифических аборигенов и их божествами, персонажами их сновидений и пророчеств. Замечательно, что святой Патрик, с именем которого связано распространение на Британских островах христианства, за полвека до рождения Артура чрезвычайно бережно отнесся к этому языческому наследию. По его примеру, многие стали записывать древние песни и сказания, тем самым сохранив их для нас. Сегодня мир артуровских сюжетов оказался окрашен в цвета английского средневековья. Это связано со временем возникновения письменной артуровской традиции, с эпохой Гальфреда Монмаутского и Томаса Мэлори. Создавая свои тексты, они воспроизводили черты собственного быта. Древнюю историю своей страны они рассказывали на новый лад, хотя за окнами их замков по-прежнему лежала заповедная Британия, а дороги, проложенные еще римлянами, уводили в чащу населенного друидами леса. Но наступала новая эпоха, и военный предводитель Артур из истории бритов Нения становился образцовым феодальным монархом, королем былого и грядущего. В Европе XII-XIII век – это время рождения, собственно, литературы, историй, рассказанных для удовольствия, а не ради спасения души. Новая словесность нуждалась в новых сюжетах и новых героях. Тут очень кстати пришлись легенды о короле Артуре и его рыцарях. И вот в Артуриане надолго поселились доспехи, турниры и куртуазные романы. Все то, чего просто не могло быть в подлинной Британии V-VI веков. Но следы исторического Артура уводят дальше, глубже. Нам придется на ощупь, вслепую, искать дорогу в заколдованном лесу, получившем название темных веков. Это будет своеобразный рыцарский квест, странствие-поиск.
Мы должны запастись детским простодушием и готовностью принимать на веру новые, неожиданные объяснения того, что, как нам казалось, мы знаем наизусть. Ибо там, где в распоряжении исследователя почти нет ни материальных свидетельств, ни памятников, ни документов, нам пригодится унаследованная от предков древняя память, похожая на сновидение. Британия, в которой Артур появился на свет, была частью римского мира, Пакс Романа. Веракониум – один из 4 крупнейших римских центров Британии. Когда-то он был городом с более чем 5000-ным населением и многочисленными признаками высокой цивилизации. Каменная кладка, пережившая 1500 лет, продолжает поражать воображение своей несокрушимой прочностью. Даже сегодня здесь во всем видны образцовый порядок, целесообразность, передовая инженерная мысль. Теплые полы, канализация, прямые, как стрела, дороги. И это за 1000 миль от Рима. Но уже тогда вполне обозначилась слабость, если не сказать обреченность римского мира. И связана она была со стремлением защищать свою благоустроенную вселенную чужими руками. Это была часть великого стратегического плана западно-римского правительства во главе с главнокомандующим Аэтием, Флавиус Аэтиус. Великий план заключался в том, чтобы оборонять границы разросшейся империи руками наемников. Римские стратеги систематически рекрутировали тех, кого они называли варварами, для несения военно-патрульной службы. Как мы увидим, эта практика будет иметь прямое отношение к истории Артура. Как вам кажется, этот план был успешным? Очевидно, нет. В V веке, так же как и сегодня, граждане Вечного Города в первую очередь думали о себе. Бремя многовековой ответственности за покоренные народы, их пестрота и вероломство, усталость от варварского прибоя, бьющего в двери империи, подсказывали выход – собрать силы для обороны метрополии, а дальние колонии предоставить их собственной судьбе. Для империи это было началом конца, для Британии – крушением кельтско-римской цивилизации, утратой прошлого, наступлением темных веков. Эти века, конечно, действительно для Британии темные. И, пожалуй, ни один период не был настолько плохо документирован. Легионы империи вернулись домой в 410 году. Они ушли, покинув остров, на милость жестоких орд англов, саксов, ютов и пиктов. Британский король Вортигерн пытался применить римскую тактику. Он нанял саксов, чтобы их руками сдерживать пиктов, скотов и ирландцев. Но в 457 году англосаксы восстали против своего нанимателя и устремились в южные области Британии. Обрушившись сразу со всех сторон, захватчики начали систематически стирать с лица земли последние следы римской цивилизации, грабя и без разбору поднимая на меч мужчин, женщин и детей. Лишь немногие выжили, чтобы об этом рассказать. Стоит ли удивляться, что нет документальных свидетельств об Артуре? Легенда говорит, что завоеватели отрезали языки женщинам, чтобы они забыли свое родное наречие и не могли передать его своим детям. Но это легенда. Древнее святилище в Нортумбрии. Когда-то здесь поклонялись солдатскому богу Митре. Подобные храмы возводились повсюду, где ступала нога римских легионов. Покинутый своим воинством, забытый идол. На пьедестале его алтаря еще можно прочитать слово «непобедимый», свидетельство языческой гордыни, опровергнутое ходом времени.
Но нельзя не отдать должного могуществу империи, которая распространила свою власть и свою систему ценностей на необозримые пространства и территории. Но римские боги ушли, и из кельтского иного мира возвратились к своим священным источникам и рощам древние обитатели этих мест, духи озер и полых холмов. Они вернулись как раз вовремя, чтобы принять участие в судьбе Артура, оказывая ему, крещенному в христианство, свое неревнивое покровительство. Это они вооружат его волшебным мечом из озера и пошлют ему на охоте белого оленя, знак высшей королевской власти. Это они уврачуют его смертельные раны и погрузят в тысячелетний целительный сон. В отличие от Митры, они и сегодня здесь, самые древние и верные из его подданных. Ушли и легионы, но остались, так сказать, контрактники. Многие из них ассимилировались, смешались с местным населением и не спешили возвращаться домой. В музее Рипчестера, также известного как Бреметенакум Ветеранорум, хранится каменная стела, которая является единственным вещественным доказательством присутствия сарматов на земле Британии. Эти полустершиеся буквы – уникальный памятник целой эпохи, каменный автограф народа, заброшенного волей римского авторитета далеко от своей исторической родины. Рядом еще одна важная реликвия – изображение всадника, над головой которого штандарт с драконом. Благодаря именно этому символу кавалерии появилось знакомое нам слово «драгуны». Кстати, Артура, как и его отца, называли Пендрагон – вождь-дракон. Британский этнограф и исследователь Ховард Рид указывает на это, да и на многие другие удивительные совпадения в своей книге «Артур, король драконов». По его мнению, след исторического Артура приводит нас на север Англии. И вот почему. После того, как Марк Аврелий на Дунае нанес поражение одному из сарматских племен, езигам, побежденные должны были выставить 8000 всадников для службы империи. Из них 5500 были размещены в Британии. Если бы эти камни могли говорить, они рассказали бы нам подлинную историю Артура, военного предводителя, или, как говорили римляне, «дукс белорум», командира драконов, точнее всадников-драконариев, защитников легендарного Адрианова вала. Это Честерс-Форт на валу Адриана. Мы знаем наверняка, что сарматы базировались здесь. Спали они в казармах, вон там на холме. А это бани. Я нахожусь там, где были раздевалки. Здесь они раздевались, чтобы принять ванну перед патрулированием на самом Адриановом валу. Первоначально здесь размещалась Алла Августа, названная так за особую доблесть. А с конца II века и на целых 200 лет форт стал базой 2-го кавалерийского полка астурианцев. О самих всадниках-астурианцах мы знаем немного, зато достоверно знаем кое-что об их лошадях. На стене Адриана были выделены кости, которые сопоставлены с восточной лошадью. Это крупные лошади прежде всего. Дело в том, что в римской кавалерии были лошади в 130-140 сантиметров холки. Это то, что сегодня называется пони. А эти лошади и у скифов в более раннее время, и у алан, а это один тип лошадей, они достигали 150-155 сантиметров холки. Можно представить себе, как поражали воображение современников всадники в пластинчатых кожаных доспехах на высоких царственного вида лошадях. Если добавить к этому их военные успехи, о которых говорит Ненни, перечисляя победы Артура и его сподвижников, мы и получим историческую основу рыцарского мифа. Немой свидетель их подвигов – невероятный Адрианов вал, протянувшийся на 73 мили с запада на восток. И то, что сегодня можно подняться на него так же, как 1500 лет назад – настоящее чудо. Это Адрианов вал, самая северная граница Римской империи. К северу от него лежит Шотландия, бесплодные холмы и дикие племена. На юге – богатые плодородные земли Англии, которые римляне хотели защитить.
В обязанности всадников-сарматов входило патрулирование к северу от стены. Они приглядывали за верховыми, путь которых лежал в Англию. К югу отсюда, совсем неподалеку, находится римская крепость Виндоланда. Предполагают, что именно здесь, в тысячах миль от Рима, на севере далекой полудикой провинции, осаждаемой варварами, останавливался всесильный властитель всего цивилизованного мира, божественный Адриан, когда приезжал инспектировать строительство Адрианова вала. Не довелось ли ему встречаться с командиром варварской конницы, военным предводителем Дукс Белорум, которому предстояло пережить и его славу, и саму Римскую империю? Существует мнение, что Артур не исторический персонаж, а лишь легендарная тень. Но в VI веке в Британии почему-то вспыхивает необъяснимая мода на имя Артур. Так начинают называть своих сыновей в самых знатных и благородных семьях. Резонно предположить, что кто-то, носивший это имя, незадолго до проявившегося повального увлечения, стяжал себе громкую славу. Английский ученый Коллингвуд полагал, что таким человеком мог быть создатель неких сил быстрого реагирования, или на римский манер Дукс Белорум, нечто вроде командира Британии. Ни у кельтов, ни у их противников, саксов, англов, германцев, которые в это время как раз вторгаются на остров, кавалерии не было. Так вот, если бы кто-то воссоздал тяжелую кавалерию по позднеримскому образцу, то он бы снискал себе славу непобедимого воина. Я думаю, что аланы и сарматы принесли с собой обновление в стратегическую технику, особенно в кавалерии. И, вероятно, они могли улучшить вооружение. Однако трудно говорить, что то или иное оружие принадлежит определенному народу, потому что народы их заимствовали друг у друга, а мертвые больше не говорят. Но есть живые потомки тех, кто служил на Адриановом валу, на переднем крае обороны древнего кельто-римского миропорядка. Они наши сограждане и соседи. И как ни покажется это странным, мы оказываемся в не таком уж дальнем родстве с теми, кого водил в сражение Артур Пендрагон, вождь-дракон, летевший в битву во главе своих всадников. Не средневековых рыцарей в латах, а сарматских наездников в кожаных доспехах, наследников скифов, выходцев из южно-русских степей. Я сам абсолютно убежденный, что исторический прототип артурских рыцарей, артурского мифа вообще была позднеримская кавалерия. И мы знаем, что сарматские элементы играли очень важную роль в этой позднеримской кавалерии, особенно в Великой Британии. Тысячи километров и тысячи лет разделяют современную Осетию и Древнюю Британию. Но история на 1000 голосов повторяет один и тот же невероятный факт. Потомки скифского народа прокатились по Европе и исчезли, оставив в ее культуре и мифологии отчетливый нестираемый след. В IV веке сарматов сменяют их близкие родичи аланы. То есть уже упоминаний о сарматах нет, а зато есть упоминания об аланах, и среди кавалерийских подразделений империи перечисляются аланы в таком памятнике «Нотиция дигнитатум», то есть список должностей. Упоминаются комитас алани, то есть начальники аланов, командиры аланов. Итак, аланы сменили сарматов, так же, как когда-то сарматы наследовали скифам. Все эти народы, хорошо известные древним, начиная с Геродота, были выдающимися мастерами-ремесленниками, и сокровища их материальной культуры продолжают вызывать удивление и восхищение.
Греки, а за ними римляне, называли всех, кроме себя, варварами. Но если рассматривать эти шедевры не с точки зрения имперской логики, а с точки зрения искусства, станет очевидным, что они делают честь любому высокоразвитому народу. Не только в области военной техники, но и в области прикладной эстетики аланам было что предложить народам Западной Европы. Они отправились в дорогу не с пустыми руками. Вы находитесь в музее Нормандии в городе Кан. Музей, который освещает историю региона от преистории до наших дней. И этот зал посвящен эпохе переселения народов, то есть V веку. И здесь показаны вещи, связанные с группами варваров восточного происхождения, западного происхождения, которые расселялись на территории Галлии в V веке. Одна из наиболее известных находок этого времени – это могила Эран первой половины V века, в котором женская могила принадлежит варварской княжне. Видимо, женщина входила в состав семьи какого-то варварского вождя, поселенного на морской границе в Нормандии, охранять берег против саксонских пиратов в первой половине V века. Интересно, что костюм этой варварской принцессы представляет смесь разных культур. Она носила на плечах германские застежки-фибулы, римский пояс, серьги, происходящие из Крыма, из Восточного Крыма, и украшения из золотых пластинок, нашитые на одежду, которые имеют прототипы происхождения в аланской степной культуре юга России. Я думаю, что у этих кочевников вначале не было намерения идти на земли Европы. Их увели туда соблазны добычи и то, что римская армия нуждалась в солдатах и, соответственно, оплачивала их. В течение нескольких поколений они действительно пересекли от края до края Германию, Францию, может быть, за 60 или 100 лет. Мобильность и превосходство их кавалерии привели к тому, что в них нуждались. Их звали отовсюду, где были проблемы. Вы находитесь в Центре археологических и исторических исследований Средневековья. Он совместно учрежден Национальным центром научных исследований и университетом. Мы обнаружили в Мартен-Фонтане погребение женщины со специфическими особенностями черепа. Вы видели только что в музее принадлежавшие ей фибулы германского типа. И вот вторая культурная особенность этой женщины – ее искусственно деформированный череп. Я могу утверждать, что эта женщина умерла в возрасте 20-30 лет и, вероятно, родилась примерно в 470 году или раньше. Ее череп имеет характерную горизонтальную деформацию, которая свойственна сармато-аланской традиции. После рождения ее голова была перебинтована вот здесь и здесь, чтобы кости черепа развивались в горизонтальном направлении. Это свидетельство определенной моды, культурной принадлежности. Следует отметить, что подобную умышленную деформацию обнаруживают в эпоху Аттилы, то есть в первой половине V века. Выходит, аланская княжна появилась на свет лет за 5 до вероятной даты рождения Артура, то есть была его сверстницей. Ее захоронение в Нормандии – доказательство присутствия сармато-аланских культурных традиций в областях, тесно связанных с историей Артура. Дело в том, что трещина, отделяющая Британию от европейского континента, в эпоху переселения народов не была преградой ни для захватчиков и беженцев, ни для миграции мифов и преданий. Спасаясь от истребления, обитатели острова перебирались через пролив, заселяя кельтские области на севере Франции. А позже норманы, покорив Британию, вернулись домой во Францию. И так же, как Думнония и Корнуолл с той стороны Ла-Манша, Нормандия и Арморика стали подмостками артуровских сюжетов. Арморика в позднеримском значении этого слова – это, конечно, не современная Британия.
это даже не современная Арморика, это широкая зона с неясными границами на северо-западе современной Франции. И главная варварская группа, которая была размещена римским авторитетом, римским правительством в V веке, это, конечно, аланы, которые были размещены на севере от реки Луар. Аланезы, Алены, Аланвили, Аланкуры. Во Франции сотни топонимов с корнем «алан», и многие десятки из них, как ожерелья, окружают древний Орлеан. Именно он был столицей Гуара, современника Артура и знаменитого военного предводителя Алан, их дукс белорум. У самого подножия Орлеанского собора можно видеть остатки крепостной стены, все, что осталось от аланских укреплений, от их царства, от их многолетнего присутствия на территории Франции. Но кроме материальных следов, которые растворились в толще времени, аланы оставили наследие иного рода, глубоко проникшее в самое сердце Европы. Речь идет о культурных традициях, о верованиях и представлениях, об эпической памяти народа, сохраняемой на протяжении тысячелетий. Мифологические сюжеты перекочевали из древнего осетинского эпоса прямиком в историю короля Артура. И это не менее удивительно, чем наше племенное родство с рыцарями круглого стола. Тема о том, что культурные традиции степного скифского народа имеют продолжение в сарматских народах эпохи римского времени и раннего Средневековья вплоть до позднего, эта тема, безусловно, имеет право на существование. Больше, чем в степях, эта тема документируется материалами по Кавказу. Потому что именно на Северном Кавказе, там, где сегодня живут осетины, сохраняется вот эта преемственность, начиная со скифского времени. В сердце Кавказа живет очень небольшой народ – осы или осетины, пишет французский исследователь Жоэль Грисвар. Лишь они одни в пестроте северокавказских народностей говорят на индоевропейском языке. Скрывшиеся, запертые на Кавказе, они являются последними потомками этнических групп, которых Геродот и историки или географы античности называли скифами или сарматами, и которые во времена великих нашествий прошли через всю Европу до Франции под названием аланы. Эти горцы, последние иранцы Европы, были одним из самых консервативных индоевропейских народов. В частности, они сохранили до наших дней обширный свод народных эпических сказаний, который называется «Сказания о нартах». В краю их происхождения, у осетин, нарты — это сказочные герои очень давних времен, в которых анализ вскрывает многие мифологические черты. Было поразительной случайностью, что я вышел на эту проблему. В 1958 году я купил книгу Дюмизиля «Миф и эпос». Я открыл ее, начал читать и увидел две фразы. О персонаже, которого я до этого не знал, Батразе, и о его тайне. Он сможет умереть лишь после того, как его меч будет брошен в воды Черного моря. В это время я был преподавателем, ассистентом в Сорбонне и читал лекции по роману о смерти короля Артура. Я изучал со своими студентами смерть короля Артура, и я прочитал эти две строчки в книге в 700 страниц. Какая же это была удача, что я попал именно на эти две строчки. Смертельно раненый Артур посылает своего рыцаря сэра Бедивера выбросить свой меч в воду. Дважды пытается Бедивер сделать это, и дважды ему становится жаль меча. Наконец, разгневанный Артур упрекает его в предательстве и грозит страшной карой. И тогда... Намотал он перевязь на рукоять и зашвырнул меч в воду, как только смог далеко. В тот же миг поднялась из волн рука, поймала меч, трижды им потрясла
и исчезла вместе с мечом под водою. Артур, как и Батрас, живет только через свой меч. То есть он, как и Батрас, является героем мечом. Артур рождается как король британцев в Великобритании только в тот день, когда он извлекает меч из плиты, которая появилась перед церковью. Таким образом, его жизнь — это жизнь его меча. Меч Артура появляется из озера и исчезает в озере. Но откуда он сам появился в истории Артура? Не скифский ли это бог войны, почитаемый в виде меча? Скифы поклонялись ему, втыкая меч в землю. И именно таким впервые увидит Артур меч, который сделает его королем. Сармато-аланские мечи — не родные ли братья Экскалибура? Это не первый случай, когда мы имеем мифы о мечах во французском эпосе. В эпических поэмах есть мифы о мечах брошенных, а, впрочем, чаще найденных. Мечи находят. Их находят в волшебной траве. Их находят в воде. Но что необычно в случае Артура и Батраза, так это то, что, насколько мне известно, из того, что я знаю о мировой литературе и мифологии, мы впервые имеем столько элементов, целый рассказ, целый букет символов, полностью совпадающих в западном артуровском романе и в осетинских легендах, связанных с Батразом. При желании можно найти и другие удивительные совпадения. Башни древнего осетинского города Цимити напоминают башню святого архангела Михаила на вершине Гластонбери-Тор в Британии. Причем осетинские выглядят даже более архаично. Оборонительная стена, построенная поперек Кавказского ущелья в Осетии, похожа на Адрианов вал и по форме, и по строительному материалу, и по военному назначению. А во Франции даже можно посетить настоящий сарматский город Сальмез. До того, как превратиться в тихую французскую деревушку, он был твердыней с гордым римским именем Каструм Сармакум, то есть Сарматская крепость. В истории народов не просто провести разделительные границы. Древнюю кладку этих стен могли заложить римляне, продолжить сарматы, давшие городу свое имя, а поддерживать в обороноспособном состоянии их родственники аланы в период своего победоносного присутствия в Европе. Ее народы не раз встречались друг с другом, и корни мифов переплетаются глубоко в толще времени. Поэтому стоит ли удивляться, если одни и те же камни лежат в основании эпосов Европы и Осетии? Особенно если допустить, что над нашей общей историей трудился один и тот же каменотес. Встречались ли кельты со скифами, сарматами, аланами? Эти контакты имели место на берегах Дуная между кельтами и предками осетин. А позднее они встречались вновь, на Западе, в период Великих Вторжений. Таким образом, действительно, могли иметь место обмены и контакты. Это первое решение. Но есть и другое решение. Осетины, как и кельты, индоевропейцы. Осетины — это иранцы Европы. И таким образом, возможно, обе стороны унаследовали общую структуру легенд и мотивов, которую адаптировали в осетинский эпос со скифо-алано-сарматской стороны и в артуровский миф с кельтской стороны, независимым друг от друга образом.
Так, благодаря миграции народов и затейливому орнаменту взаимных влияний и заимствований, мы с вами оказались, если не в кровном, то уж точно в культурном родстве с главным мифом европейской цивилизации. Ее самые восточные и самые западные края сошлись, образовав круг. И за круглым столом в круговую пошла кружка аланского пива. Слово «ублон» — название хмеля, продукта, применяемого для изготовления пива, было принесено в Европу аланами. Известно место пива может быть ронга, или во всяком случае баганы, в пиршествах. Технологии производства пива существовали и раньше, но, возможно, они были улучшены. Название пива в германских языках, например, соответствует названию пива «алутон», которое встречается в нартовском эпосе. Есть французское слово «люба», которое означает то, что кладут на спину лошади или человека. Старая форма должна быть «любаст», и это могло означать «завязывать», «привязывать». «Баттын» по-осетински. Возможно, пока это гипотеза, это означало технологию кочевников, сарматов и алан, привязывать снаряжение на спины лошадей, потому что «баст» означает в иранском «привязанный». Слово — это тоже памятник прошлого. В устных и письменных текстах также возможно производить раскопки и совершать археологические открытия. И если темные века не сохранили для нас памятников из металла и камня, мы можем из звуков речи извлечь недостающие сведения о былом. Вот и пришла пора к главному слову нашего фильма раскрыть свою тайну и выступить свидетелем своей племенной принадлежности. А что касается имени короля Артура, то для него имеется довольно много объяснений. Ну, наиболее такое известное это от названия латинского рода gens Artoria, то есть Арториус. Вот из латинского Арториус могло произойти кельтское имя Артур. Или же его в соответствии с такой средневековой глоссой производит от кельтских слов «арт» и «утр», то есть ужасный медведь. Медведь – арт, утро – ужасный. Вот. Поскольку там на полях написано, что Артур значит «урсус хорибелис» – ужасный медведь. Но вот, поверьте мне на слово, что все эти толкования, они наталкиваются на определенные фонетические противоречия. А вот Василий Иванович предложил сопоставлять это имя с осетинским именем Артхурон, то есть это название божества солнца и соответствующего такого пирога, который посвящает этому божеству. Абаев, патриарх отечественной иронистики, прочитал имя Артхур как огонь сын солнца, и тем самым объяснил загадочное присутствие в имени короля буквы «Х». Словно Мерлин, он произнес над младенцем слово на древнем языке, и многоголосая Европа оказалась насквозь пронизана Артуром, как когда-то наковальня его мечом. Один из подлинных свидетелей эпохи Артура – древний жертвенный стол в Корнуолле. Уж он-то точно говорит нам не о турнирах и куртуазных романах, а о суровой и кровавой Британии V века. Кто стоял у этого жертвенника? Христианский король или его главный советник, друид Мерлин? Документальных подтверждений жизни Мерлина нет, так же, как нет их и у Артура. Впрочем, обоих предание связывает с величайшим памятником древнего мира – хороводом великанов, Стоунхенджем. Говорят, именно Мерлин
перенес по воздуху и установил на равнине Солсбери эти камни по просьбе Амброзия Аврелиана, то ли дяди Артура, то ли его исторического прототипа. Считается, что именно здесь похоронен и Утер Пендрагон, его отец. Но Мерлин воздвиг себе и другой памятник. Он воспитал великого короля, который стал образцом и прообразом всех будущих исторических и вымышленных, вплоть до толкиновского Арагорна. Вот здесь, по преданию, он был коронован. Христианский епископ возложил корону на главу воспитанника-колдуна, незаконно рожденного сына Утера, а может, военного предводителя варваров на службе Римской империи, валлийца, шотландца или Алана, но отныне и навеки верховного короля. Не на этой ли арене его чествовали? Не тут ли лучшие из его всадников показывали свое искусство и, сбитые более удачливым наездником, падали на песок? Во всяком случае, это было бы вполне в духе римских обычаев, которым они наверняка старались подражать в британской глуши. Или это происходило на другой арене, которую до сих пор называют «круглым столом Артура», в Каэрлеоне, римском городе легионов, его первой столице. Артур имел обыкновение странствовать вместе со своим двором. Его переезды преследовали ту же цель, что и деревенские процессии со статуями чтимых местных святых. Он как бы осенял землю своим королевским благословением. Но здесь он бывал чаще и оставался дольше всего, пока не построил собственную столицу – Камелот. Впрочем, некоторые считают Камелотом именно Каэрлеон. Другой город артуровской эпохи, Каэрвент в графстве Монмаут, называет подлинным Камелотом сэр Уильям Кэкстон, публикатор Гальфреда Монмаутского. Сохранившиеся стены и древние камни римской кладки и сегодня поражают поистине королевским величием. А размеры города, если сопоставить увиденное с результатами научной реконструкции, были бы вполне достойны верховного короля. В самом деле, не это ли золотой город, Камелот, еще одно творение Мерлина, еще одно великое дело его жизни? Не он ли давал указания каменщикам? Не его ли трость разметила очертания крепостной стены? Но самым впечатляющим и загадочным местом поисков Камелота является холм Кэдбери в Девоншире. Тут не осталось ни камня, способного навести на мысль о столице Артура. Но зато здесь с избытком какой-то особой тишины и острого чувства невидимого присутствия, от которого шевелятся волосы на голове. Впрочем, археологические раскопки подтвердили, что в V веке здесь велось интенсивное городское строительство. Винчестер. Именно на него в качестве Камелота указывает Томас Мэлори, едва ли не главный автор мировой артурианы. Но сегодня своей известностью среди почитателей Артура Винчестер пользуется по другой причине. Именно здесь, в большом зале Винчестерского замка, выставлена для обозрения необыкновенная реликвия диаметром в 5,5 метров – дубовый круглый стол короля Артура. И хотя, по мнению ученых, ему всего 700 лет, а расписан он и того позже, это зрелище мало кого оставляет равнодушным. Совсем несложно поверить, что посередине этого самого круга явилась однажды чаша святого Грааля, одна из заветных святынь человечества. Так или иначе, Мерлин построил для своего короля Камелот, но сам в нем не остался. Его собственная история связана с замком Компер в Британии, где мудрейший из мудрых угодил в сети коварной женщины. Впрочем, не он первый, не он последний. Волшебница Вивиана искусно опутала его же собственными чарами, и он едва не остался навеки пленником в заколдованном лесу Бросельянг.
Но как он мог покинуть свое место рядом с Артуром? Спрашиваю я у госпожи Гло, хозяйки этих мест и ведущего эксперта Франции по вопросам, связанным с Артуром. Мерлин отошел от дел потому, объясняет она, что его миссия привести Артура к власти была завершена, а в новой, духовной, поиске Святого Грааля ему, друиду, не было места. Лес Брасильянт – одно из последних зачарованных мест Европы. Здесь обучался военному искусству Ланселот, собирал лечебные травы, потерявший счет времени Мерлин. Плела свои чары и другая знаменитая волшебница, сестра Артура, фея Моргана. Именно она дала этому месту название «Долина без возврата», поскольку попасть в него можно, а вот покинуть его. Воды озера, которое называют зеркалом фей, живут непостижимой тайной жизнью и поминутно меняют цвет. Вероятно, потому, что они хранят в своей глубине отражение обитателей этих мест – Мерлина и пленившей его Вивианы. Кстати, вам с уверенностью покажут ее могилу, расположенную неподалеку. На протяжении всех 15 веков она остается местом поклонения, возможно, и колдовства. Но если Вивианна лежит здесь, где же сам Мерлин? Вот он, холм Брин-Мердин в Уэльсе, неподалеку от Кармартона, где, по преданию, Мерлин родился. Местные жители не сомневаются, что их знаменитый земляк и поныне там, скорее живой, чем мертвый. И в доказательство покажут, что только над этим холмом без устали кружат вороны, Мерлиновы птицы. От Мерлинова холма до Гластонбери-Тор весь мистический диапазон судьбы Артура. Колодец чаши у подножия Гластонбери-Тор. Вход в иной мир кельтов. Вместилище их главной святыни – чаши, которая является даром богов, ничем иным, как котлом перерождения, воспетым в их сказаниях. Из колодца течет целительная живая вода, неостановимо, век за веком. И имеет она цвет крови Христовой, хотя самой чаши, возможно, там уже нет. Кажется, она отправилась на север. По крайней мере, именно там, в замке Святого Грааля, видел ее один из рыцарей круглого стола, сэр Персиваль. Вот он, прообраз замка чаши, Динас Бран, горное гнездо не менее легендарного, чем Артур, но не столь известного за пределами Англии короля Брана Благословенного. Говорят, его глава была погребена в Лондоне, оберегая Британию от захватчиков. Но Артур приказал выкопать ее. Он желал быть единственным хранителем своего царства. Но самого себя даже верховный король не может оградить от предначертанной судьбы. Гвенхвефаур, белая сова, имя королевы Гвиневеры. Крыло белой совы накрыло Артурово царство. Кровосмесительно зачатый сын Артура, Мордред, посягнул на жену своего отца и развязал кровавую войну, в которой погибли лучшие. С тех пор не видел свет ни в одной христианской земле битвы ужаснее. Разили пешие, кололи конные, и немало страшных слов было произнесено между врагами, и немало обрушено смертоносных ударов. Артур победил в этой битве, если можно считать победой убийство сына и полученную смертельную рану. Много раз он падал без чувств, а сэр Лукан с сэром Бедивером его поднимали, и так потихоньку, из последних сил, довели они его до маленькой часовни у самого моря, и когда король очутился там, ему словно бы сразу полегчало. Эта часовня – еще один вход в иной мир. Лучшее место для того, чтобы поразмыслить о загадке Артура, о природе необыкновенной любви, которую миллионы людей испытывают к этому образу. В нем смешались кровь и вера разных племен, соединились благословения разных богов. Он стал королем для всех, и все оплакивают его как близкого родственника и считают своим. Он родился в роковой час своей страны, на трагическом переломе эпох, вступил в безнадежную битву с новой, враждебной, проиграл и стал национальной святыней.
Его судьба говорит о величии обреченных, об их вечной жизни в благодарной памяти народов. Его имя – синоним благой власти, потому что он понимал власть как служение, а не как повод для тщеславия. И поэтому люди до сих пор ждут его возвращения короля. При жизни он носил на своих знаменах драконов и изображение Христа. Умирая, принял утешение от духов земли и воды, соединив с собою прошлое и будущее. Мертвого или живого его увезли в хрустальной барке на остров Авалон, туда, где умершие не отличаются от спящих. Он спит, потому что мы не готовы быть его подданными. Короля надо заслужить. Он спит, чтобы не участвовать в нашей капитуляции, в малодушии и предательстве. Он спит, потому что мы не готовы вытащить меч из наковальни. А когда мы будем готовы, тогда он проснется.